Школа села Петрунь Интинского района отметила 110 лет. Это одно из старейших образовательных учреждений, которое было построено на крайнем севере республики. Официально день рождения школы в декабре, но из-за пандемии праздник пришлось перенести. Сегодня здесь учатся 38 детей. На юбилейные торжества в старинное село приехала целая делегация и наш корреспондент Елена Кононова. Гости райцентра не могли пройти мимо дома Елены Сорвачевой. Для педагога с 66-летним стажем юбилей школы и ее праздник. Она много лет была ее директором. Елена Парменовна, которая в этом году отмечает 99 лет, начинала трудовую деятельность в начале войны, еще в 41-м. После пединститута по распределению попала сперва в Косьевом, затем в Петрунь. Тогда здесь учились больше 200 детей. Ветеран педагогической отрасли помнит, как уроки проходили при керосиновых лампах. Писали самодельными этими ручками. Дети просятся последнего урока. Елена, давайте мне, отпустите, пожалуйста, куропатку ловить. Кушать нечего. Нам сейчас давали полкилограмма сахарного песку и на день 300 грамм хлеба. Вот тоже что было как-то. И мы жили. Школа здесь даже по сельским меркам маленькая, но зато с богатой историей. Основали ее братья Хозяиновы. В 1910-м именно в их доме открыли земское начальное училище. На стене висел портрет Николая II. Первым учителем был полицейный Иван Бабушкин. Уроки начинались с закона Божьего. В воскресные дни дети ходили в церковь. Через 4 года построили государственное здание школы, а после при ней организовали интернат. И в Петруне учились ребята из соседних школ. Один из братьев, первых поселенцев, Василий Петрович Хозяинов, вернулся в Балпан. Позже своих братьев с молодой женой, умеющей читать и писать. К тому времени уже подрастали коренные балпанцы. Молодая женщина часто играла с детишками. Одной из любимых игр была игра в школу. Тетрадка, белый снег, а карандаш ивовый кротик. Дети старательно выводили на снегу азбуки в виде. Сегодня здесь всего 38 учеников, в штате 11 педагогов. Многим вести приходится несколько предметов разом. Но от этого качество знаний ничуть не хуже. Выпускники нередко оканчивают школу с медалью, как и директор школы Андрей Терентьев. Он тоже когда-то учился в этих стенах. Сельская школа – это вообще отдельная история. Потому что тут и условия другие, материально-технические, и мы отдаленные, и дети совершенно другие. То есть сельская школа, она становится неким центром, этнокультурным, духовным, самым настоящим центром существования села. Как мы в шутку называем, школа села Петрунь – это градообразующее предприятие села Петрунь. Не будет школы, наверное, и село, к сожалению, тоже, наверное, уменьшится или вообще исчезнет. Поэтому здесь мечтают о строительстве новой школы. Руководство района уверяет, все вполне осуществимо. Вопрос рассматривается уже несколько лет. И сейчас, когда я ездил на прием к главе Владимиру Викторовичу Уйбе, этот разговор у нас уже состоялся. Планировалась школа 60 мест школа, 20 детский сад. Мы предложили 40 школа, 20 детский сад и 20 это интернат. Вопрос прорабатывается. Сейчас опять, когда буду в Сыктывкаре, еще раз с министром образования обговорю этот вопрос. Я думаю, перспектива есть, и строительство школы здесь будет. Песни, пляски, сценки, собственные ролики Ералаша. Юбилейное торжество прошло на славу. Изюминкой концерта стала новая песня о родном селе. Написали ее директор школы совместно с коллегой. Елена Кононова, Елена Лузай, Евгений Михалкович, телеканал Юрган.